пойдем к скандинавским, к северопоморским сказаниям, то присутствует такой персонаж, как исторический воин Виланд. Так вот, воин Виланд, он в то же время был и кузнецом. Он был достаточно известным среди тех, кто обладал клинками, обладающие какой-либо магией, обладающие какими-либо особенностями, связанными с защитой, своих народов. Так вот, Воланд, оказывается, по преданиям, это уже сказания скандинава северопоморские, получил свои знания по ковке клинков на Северном Кавказе. И так получается, что некоторые клинки, которые характерны для Северного Поморья, это север России, это родовые знаки для тукхумов, для тейпов, были характерны еще со времен язычества. И опять же, если мы вернемся к оформлению вот этого клинка, мы увидим в типичном орнаменте, чеченском стиле, голову волка. Причем не какого-то, а волка с раскрытой пастью. Вот именно раскрытая пасть характерна для чеченского тотемного, так сказать, тотемных знаков. И это характерно только для народов Чечни и Северного Кавказа. В частности, это тукхумы, которые относятся вот к этим трем народностям. Акоки, шибуты и мичкизы. Только для них характерно была раскрытая пасть волка. Вот признак, который мы говорим, находится на этом клинке и который характерен для чеченского оружия как раз начало 18 века, конец 18 века, до середины, даже до конца первой четверти 19 века на чеченском оружии и на чеченских каких-то воинских атрибутах в силу продолжения вот этого перехода от язычества к исламу все-таки сохранялись вот признаки вот такого оформления в виде символов головы волка. Именно волка. Причем пасть должна быть обязательно разинута. Ни у одних народов Кавказа не было вот этого признака. Дальше, но если мы опять же будем говорить серьезно,